Вы слушаете последний в этом году выпуск подкаста Tits Talking. Это такой предновогодний спешл, который мы записали в начале декабря. Я экспериментировала с настройками звука во время монтажа, и эпизод получился громким. Особенно смех, а смеялись мы много. Поэтому рекомендую отрегулировать громкость на среднем уровне или ниже, чтобы не ранить слух, или слушать в динамиках. С наступающим Новым годом! И приятного прослушивания! Всем привет! С вами новый эпизод подкаста Tits Talking, и это новогодний спешл. Я сегодня пригласила специально для этого выпуска свою подругу Алию Кадырову, которую вы уже знаете по нашему подкасту и, может быть, еще по ее работам. В общем, Алия, привет! Привет, Айсул. Когда-то Алия была первой героиней этого подкаста. Я помню, мы с ней записывали первый эпизод, и я очень волновалась. А теперь Алия снова у меня дома, и мы будем говорить о том, как мы прожили этот год, наверное, который всех потряс в самых разных смыслах, и обсудим, как он прошел для нас персонально, чему он нас научил. Алия, рассказывай, как дела, чем занимаешься сейчас? Ну, я все так же занимаюсь образованием, работаю в школе. Но год, конечно, был очень интересный, который, мне кажется, войдет, по крайней мере, вообще в историю этого региона и в историю моей жизни тоже. Хотя у меня лично нельзя сказать, что что-то сильно изменилось в жизни. У меня та же работа, та же личная жизнь отсутствующая. Но в голове моей из-за политических событий очень много чего изменилось. У тебя тоже, наверное, да? Ну да, это, я думаю, без преувеличения действительно такой переломный год. И поскольку это новогодний спешл, у нас здесь еще антураж такой тоже новогодний. Это апельсины, мандарины и белое вино. Да. И вот под это все мы будем рефлексировать, наверное. Просто поделимся действительно тем, что нам запомнилось и что нам помогало, наверное, это все проживать. Ну, Алия, рассказывай, какие у тебя ощущения в декабре 2022 года? Хочется узнать, каким ты его себе представляла год назад. Были ли у тебя какие-то ожидания, планы? Ой, не знаю. Ну, с самого начала, конечно, все изменилось. С января. Каким я себе его представляла. Я помню, я встречала прошлый праздник Нового года был. У меня было так много работы, потому что я начала свой бизнес-проект образовательный. Практически, частично 31 декабря прошло в работе, там, в разных вопросах, которые надо было решить. И я подумала... А я верю в то, что... Ты веришь, кстати, что, как Новый год встретишь, так и вы проведешь? Да, я верю в это. У меня был ужасный Новый год, я потом расскажу. А у меня наоборот, кстати, я думаю, наверное, много такой творческой классной работы будет у меня, раз Новый год так встречаю. И, в принципе, так и было в моей работе, да, классные, я лично свои делала проекты и так далее. Но никто не ожидал, что случится в январе. Я хорошо помню, как нам пришлось отменить вторую часть нашего проекта, потому что в 7 утра мне позвонила моя бизнес-партнерка Анара и говорит такую фразу, о господи, тьфу-тьфу. Тогда это казалось смешным, но она говорит: Алия, в Алмате война. И это было типа с сарказмом, как такое преувеличение, что ой, что-то такое, типа намечается. И никто не знал, что дальше это слово реально возникнет в новостях, в нашем регионе. И вообще, так странно теперь вспоминать, как люди тогда выражались. Вот. Я представляю эти чувства, потому что действительно год назад, мне кажется, мы все оправлялись от коронавируса, и мы думали, что это самое страшное потрясение, которое с нами случилось. Но мой Новый год начался вот вообще максимально странно, я заболела, причем я чувствовала себя довольно-таки хорошо в течение почти всего дня 31 декабря. Я еще планировала пойти на вечеринку, которую проводили мои друзья из промо-группы «Звук». Они встречали Новый год, у них была классная локация, привоз. И вот мы нарезали оливье, все заправили, собирались есть. И где-то уже ночью мне стало так плохо. У меня пошли месячные, поднялась температура. То есть, мне кажется, я тогда как раз перенесла омикрон. Может быть, за многие годы впервые так сильно заболела. И вот так вот я встретила свой Новый год. И 1 число, и 2 число примерно в таком же состоянии были, просто лежа пластом. Это, конечно, прям задало такое настроение этому году, что ты можешь планировать одно, а потом может случиться все совсем по-другому, и, в общем-то, мы, наверное, все это видели. Tits talking, 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 talking. Tits talking.
Как ты сейчас себя чувствуешь? Вот спустя почти год после январских событий и уже много месяцев идет война в Украине. Как это все? Ну, я чувствую много вещей. С одной стороны, как бы это частично, может быть, кощунственно не звучало, мне кажется, для нашей страны, для меня лично, есть кое-какие, ну, я именно про войну в Украине, про мобилизацию. Ну, как бы хочется всегда найти что-то положительное. Как бы даже самые ужасные вещи несколько перестраивают набор ценностей, приоритетов, которые у тебя есть, и хочется хоть что-то найти для себя положительное. Положительное для меня то, что я стала намного чаще говорить на казахском, чем на русском. Вообще сильно изменила свое видение языков в моей жизни. Раньше, например, я стеснялась как будто бы на английском говорить, мне казалось, что я выпендриваюсь или в соцсетях писать, а сейчас, наоборот, я вижу, что классно, что я знаю оба этих языка, которые оба не родные для меня, русский и английский. Ну и поскольку они оба для меня не родные, один из них сейчас приносит намного больше потенциальных возможностей, карьерных и так далее, чем второй. И я подумала, надо чаще писать на английском, наверное. Ну и на казахском, конечно. В общем, не знаю, этот год научил меня тому, что надо радоваться, наверное, тому, что есть сейчас, и не загадывать на будущее, особо не строить планов, радоваться тому, что есть сегодня, и поэтому я не строю никаких планов, честно говоря, на будущий год, далеко идущих, и встречаю просто, живя здесь и сейчас. А ты? Да, согласна с тобой, что как бы во всем этом бесконечном ужасе новостей, которые мы видим, мне кажется, это еще такая первая война, которая происходит просто в прямом эфире, 24/7. Мы видим эти фотографии, видео, новости, лента постоянно обновляется. И я, да, согласна с тем, что помимо вот этого плохого, мы проживаем еще и важный период как нация. Конечно, не все это одинаково переживают, у всех по-разному, но сама я чувствую себя очень духоподъемно, и мне кажется, я никогда не была настолько включена в казахскость, да. Вот в эту свою идентичность, как сейчас. Ну и в феврале, конечно, было максимально странно, страшно, непонятно. И мы тогда как раз запускали в работу подкаст Байса об истории вот музыки в Казахстане, музыкальной культуры. И мы тогда поняли, что мы не можем просто делать этот подкаст на русском языке только. Хотя, как бы мы не рассматривали, потому что я такой, ну, там, мой рабочий язык — это русский, ну, куда мне там лезть делать подкаст на казахском языке. Мы с Наргиз Шукеновой поняли, что она наша партнерка по фонду имени Батырхана Шукенова. Мы поняли, что мы не можем просто делать только на русском. И я так благодарна этому опыту. Мне кажется, так много во мне изменило. Но сейчас я чувствую себя благодарной, мне кажется. Не за все то, что произошло, я бы отлично жила и без всего этого, но за то, что есть вещи, на которые я не могу влиять. И я благодарна за то, что в этих условиях я смогла что-то вынести для себя хорошее. У тебя был такой момент в этом году когда-то? У меня, например, был, когда читаешь эти новости, кажется, мир меняется, и кажется, что политически, структурно мы находимся примерно в том же ряде стран, что и Украина, бывших советских республик, которые там ищут свою идентичность и так далее. Строят, точнее, свою идентичность, строят свою нацию. И у меня был такой период прям ужасной тревоги, когда я подумала, боже, если вдруг, не знаю, что-то произойдет, то у меня нет накоплений в долларах, надо срочно хоть что-то в доллары перевести и, может быть, не знаю, как-то подготовиться к какому-то апокалипсису, который может произойти. У меня, наверное, такого прям не было, потому что у меня был долларовый депозит. Вот это секрет спокойствия. Ну, на самом деле, мне тоже было страшно, потому что я думала о том, что, во-первых, еще после января я думала, о боже, что если бы случилось худшее, точнее, еще более худшее, чем то, что случилось, как бы мы справлялись, куда бы мы бежали из города, и нужно ли было бы нам куда-то бежать, и вот эти все вот вещи. И, конечно, потом это все не улеглось даже к февралю, хотя я помню, что я долгое время находилась в таком оцепенении, вот, и у меня только какая-то физическая активность, я пропотела, и, мне кажется, из меня вот это все мои эти эмоции подавленные вышли. А потом февраль еще случился, и я, на самом деле, просто одну вещь поняла, что вот, да, это страшно, но в то же время так захотелось жить, и прям, знаешь, как-то... Я наоборот подумала, что вот я коплю, а для чего, допустим, да? Ну, там, я понимаю, что можно было что-нибудь купить, но у меня было не так много, на самом деле, сбережений, чтобы яхту себе купить, или машину, или квартиру. Но, тем не менее, я подумала, блин, а вот это все типа, для чего?
Если там на самом деле мы, оказывается, на огромное количество вещей не можем влиять, но они могут влиять на нас в том числе довольно драматичным способом. И отчетливо помню, что очень захотелось, в общем, жить, не отказывать себе в каких-то вещах и не откладывать. И, кстати, мне кажется, во многом из-за войны мы с моим парнем поженились, потому что просто захотелось праздника какого-то на фоне всего происходящего. И классная была свадьба. Да, Алия была на нашей свадьбе. И у меня вот это было чувство таким передовым, хотя все остальное тоже было, и неуверенность, и страх, и тревога. Ну, у нас, кстати, дома есть тревожный чемоданчик, мы его еще в прошлом году, кажется, начали собирать, еще до всех этих событий. А я подумала, ты сейчас когда рассказывала про это, что еще в январе тоже был такой момент у меня, сейчас я забыла, только что вспомнила, когда... Вообще, честно говоря, мне кажется, самой страшной новостью, которую я услышала в этом году, это было вот это, когда ненадолго дается интернет в январе, и я прочитала: войска ОДКБ входят в Казахстан. И я подумала, у меня был прям такой страх, что никто не знает, чем это закончится, и хуже всего на свете будет, если мы лишимся независимости. И мне тогда казалось это очень такой возможной перспективой, потому что казалось, что все возможно. И я подумала, только бы это не произошло, так как это лично меня и моей страны касалось, в какой степени меня это напугало даже больше, чем война России с Украиной. Я, кстати, об этом вот не думала. Ну, то есть, конечно, я понимала недовольство, и никто не был в восторге от этого, но я как-то не думала про то, что это может для нас так плохо обернуться, хотя, конечно, чё уж там, на самом деле, все эти страхи, они довольно-таки реальны. В чем ты нашла опору, или, может быть, у тебя уже была эта опора, и она тебя вновь как бы подхватила? Ну, мне кажется, поскольку я учительница и так люблю работать в школе, мне кажется, для меня опорой всегда было это ощущение комьюнити, которое есть на работе, когда работаешь с детьми. И еще я организовала свой лагерь житсу, лагерь профессий, и там вообще было еще больше ощущения комьюнити, потому что я была лидером этого комьюнити. И это очень сильно меня вдохновило летом. Это был первый мой опыт лидерства такого профессионального. Ну, были свои стрессы, свои ошибки, извлеченные уроки, но я в целом довольна своими результатами. А еще в последнее время я начала вязать крючком. В смысле, я всегда умела, но сейчас решила еще и продавать свои изделия, топы и шапки, и может еще что-то будет. Потому что я подумала, кстати, я прочитала один пост, сейчас вспомнила, Асем Кенджибек, ты не читаешь в Фейсбуке? Нет. Она долгое время в банковской сфере работала, а сейчас у нее свой бизнес по производству кормов для сельского хозяйства, для животных. Да, и она как бы очень разбирается вообще, мне кажется, в жизни в стране. И она написала такой пост страшноватый о том, что готовиться нужно ко всему, и, может быть, такое случится, если какой-то экономический будет коллапс там в нашем регионе или в мире, что тоже, кстати, реальная опасность сейчас, то все вернется как бы на базовые настройки, очень большое значение приобретет сельское хозяйство. И нужно будет делать что-то такое для экономики, что нужно всем, типа еду или одежду. И мне кажется, это отчасти меня вдохновило вязать, потому что я подумала, какое-то фэнси образование инновационное, это, конечно, хорошо, но еще всем людям нужна одежда. И, может быть, это то, чем тоже нормально быть востребованным этим навыком. Я, кстати, тоже недавно думала о том, что в мире постапокалиптического будущего, чем я буду заниматься, или там какого-то такого серьезного кризиса, который обесценит все мои профессиональные заслуги и навыки, я подумала, что, возможно, я смогу чему-то учить детей, ну, хотя бы писать. Правда, на русском языке. Пока что. Ну, на английском тоже. Ну, и на казахском в какой-то степени. И я тоже подумала, что мне нужно научиться что-то такое делать, чтобы я могла тоже прокормить себя в случае того, что наш рынок труда вот настолько изменится, что наши профессии уже будут не такие востребованные. Кстати, ты не слушала? Я меньше стала слушать российского медиа в последнее время, но почему-то послушала последний эпизод «Норм» подкаста. И они там тоже об этом говорили, и мне любопытно было это услышать, что, типа, наша профессия умирает, потому что кому нужна будет журналистика на русском языке. Да-да-да. И... Сегодня слушала, кстати. Да. С вопросами, да, их выпуск? Да. И мне так интересно стало, что даже россияне об этом задумываются. Я очень горжусь тем, что я перестала... То есть я снизила прям в разы потребление российского медиа-контента, и это такое для меня было освобождение, потому что я поняла, типа, а зачем? Ну вот что мне это даст, если я буду знать что-то про какого-нибудь там, я не знаю, даже не знаю, какого русского человека мне назвать. И я перестала просто, знаешь, это так легко было. У меня не было какого-то
синдрома отмены или еще чего-то. Я просто уже не могла, во-первых, его воспринимать, потому что в каждом там втором интервью, да в каждом первом интервью я вот чувствовала вот этот имперский настрой, это какое-то отношение к миру. Я так кайфую от того, что я смотрю интервью с казахстанскими экспертами, на казахском языке в том числе, и это прям так круто. Да, я тоже. А я как-то, знаешь, благодаря этому я тоже смотрю меньше гораздо российского контента. Ну, и смотрю в основном тот, который как-то связан с Казахстаном, чтобы посмотреть, что они про нас думают. Для меня как-то то, что я перестала российский контент потреблять так много, как раньше, и больше... Ну, как я и раньше сериалы смотрела на английском, в основном, особенно если они в оригинале на английском. А сейчас я еще и немножко пересмотрела вообще свое как казашки место в мировом каком-то устройстве, потому что раньше, и мне сейчас так странно это осознавать, мне казалось все-таки, ой, это ужасно прозвучит, но мне кажется, короче, когда ты преимущественно пишешь на русском или запишешь подкаст, как мы сейчас на русском, ну вот, если ты очень много этого делаешь и еще и смотришь российский контент, ты, как хотел Путин, часть русского мира. Ну, конечно, ничего не поделаешь да. с этим. Я не знаю, кто-то с этим спорит, мне кажется. Типа, есть казахстанский русский язык, и я сама раньше так говорила. Но нет, его нету. И теперь я поняла, что если я буду говорить на казахском, а во вторую очередь на английском, то я, во-первых, 100% точно казашка, без всяких вопросов. И, во-вторых, я часть более большого и более интересного сообщества англоязычного мирового. Вот. Я с тобой полностью согласна. Находясь и потребляя, особенно потребляя этот контент, ты тоже становишься частью этой системы, потому что я думала, блин, как это ужасно, что мы знаем разных там и политиков, и еще каких-то фигур публичных в России, Да. но не знаем, как зовут нашего премьер-министра. Очень большое количество таких людей, я знаю лично. Мне очень нравится, что мы от этого освобождаемся. Да. И часто мы с тобой в последнее время, когда встречаемся сами, говорим на казахском. И переписываемся тоже. Переписываемся, да. И скажи, так много необычных ситуаций, да, возникало, когда ты заметила, что меню нет на казахском? Да. В ресторане. Ну, я стала понимать, насколько, по крайней мере, алматинский мир, вот эта вот вся наша среда, заточена на русскоязычного человека. Ой, мне не нравится, что наш новогодний выпуск такой политический становится. Ну, что делать, такой год был. Ну да, наверное, это тоже, да, никуда не денешь, но скажи, какие у тебя... Ну, ты говорила о том, что сейчас ты не планируешь, но какой-то горизонт планирования у тебя же есть? 2 недели, выходные. Ну, да, вот я хочу открыть такой сайт-бизнес со своим вязанием. Ой, это классно. Я вообще поняла, что, кстати, к вопросу о том, что, ну, в смысле, об этом мы сейчас не говорим, просто поскольку я в образовании, это все время такая заезженная мысль, что профессии меняются по ходу жизни и так далее, в зависимости от обстоятельств, от твоих мыслей и всего такого. И я поняла, что есть один вид профессии, как бы, который ты не можешь научиться, но который постепенно дорастаешь, если тебе это интересно. И для меня это менеджмент. И я поняла, есть что-то в разных моих маленьких бизнес-начинаниях, вот мужчина не сказал бы маленьких бизнес, в моих бизнес-проектах, хотя они все разные. Раньше у меня были курсы креативного письма, потом, ну, и сейчас есть вот этот образовательный центр Jitsu, где дети непосредственно учатся, а на курсах взрослые. А теперь еще я хочу вязать на продажу, и, казалось бы, это все-таки разные проекты, а там везде есть один навык. И я с каждым новым разом чувствую, что этот навык у меня развивается, хотя содержание разное, но суть одна. Как найти там спрос, как взаимодействовать с клиентами и так далее. И вот это мой такой, ну не то что план, но такое желание. Дальше заниматься бизнесом, продолжать свой образовательный центр развивать и вязание. И вечером вязать на продажу. Кстати, вот то, что ты говорила про планирование, и я сейчас поняла такую вещь, что я, наоборот, хочу планировать, и просто я была как-то на встрече, вроде это было в конце лета, да, меня пригласили. Я обожаю такие ситуации, когда я оказываюсь в компании блестящих профессионалок, и там тоже были блестящие профессионалки, коллеги из исследовательской сферы, Зарина Ахматова, журналистка и редакторка, моя коллега по нескольким проектам. И мы сидели, в общем, обедали, и тоже говорили, о, горизонт планирования вообще схлопнулся, так все сложно, так все странно. И Анна Гусарова, одна из исследовательниц, она сказала, вы знаете, вообще-то нужно всегда планировать. Вне зависимости от того, что происходит в внешней среде, вам нужно планировать, просто закладывать вот эти вот турбулентности все, и они не должны на самом деле быть настолько мощными, а ваш план настолько сырым, чтобы одно другое разрушало. Классно. И меня это так поразило, я подумала, блин, как это
просто и как это важно. И еще я поняла, что какое-то мелкое планирование меня заземляет и помогает мне сфокусироваться. Я составляю список дел хотя бы на день, хотя бы на неделю какие-то такие вещи. И я просто зачеркиваю все зеленой ручкой, и я вижу, что сегодня я сделала вот это, а завтра вот я вот это сделаю. И мне это так помогало сохранять здравый смысл в какой-то степени. Мне очень понравилась эта фраза. Это хорошая практика, она мне очень помогла. Tea is talking, 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 talking. Tea is talking. Я на своей нынешней работе поняла вообще, как важны взаимоотношения между людьми. Почему? Не знаю, мне кажется, это первая моя работа, именно школьная, и вообще всякая, где я не занимаюсь уже вот этим достигаторством. Ой, это что такое слово дурацкое? Ну, я перестала думать про результат так сильно, как раньше, тем более про индивидуальный результат, и больше стала думать про процесс. Ну, тем более, год такой был. Я помню, как там совместно мы решали или ждали новостей насчет, там, выходим на работу или нет в январе, когда была вот эта неделя, когда дети не ходили в школу. Или как мы решаем какие-то другие вещи. Ну, вообще школа — это же такое место, где какая-то семейная, домашняя жизнь тоже как будто больше имеет значение, больше обсуждается, чем, мне кажется, в обычных офисах. Потому что так или иначе ты там думаешь про детей, про их там семейные ситуации разные, дети что-то говорят про вообще свою жизнь, не связанную с уроками, и про свою тоже задумываешься. И я подумала, классно быть частью коллектива. И вот сейчас я когда планирую, как ты говоришь, следующий год, я думаю не столько действиями, сколько людьми. Типа вот есть моя такая небольшая команда, которая образовательным центром ЖЭЦУ занимается, как бы мои сотрудники есть, которые, отчасти я, по крайней мере, со всеми поддерживаю отношения. Они между собой, не знаю, наверное, тоже. Есть вот большое комьюнити школы, и как бы если вдруг я буду что-то в этом менять, я скорее думаю уже не про свою карьеру, где я хочу каких-то, не знаю, чего я хочу по карьере достичь, а скорее в каком коллективе я хочу находиться. Ой, что-то не в ту степь ушла. Ну ладно. Про людей это тоже важно. У меня был такой новый тоже опыт в работе. Это продюсирование такого большого подкаста Байса, потому что над ним работало 15 человек. Долгий такой процесс. И я так мощно, не хочу говорить выгорела, потому что, мне кажется, это слово такое популярное, и что когда его постоянно люди говорят, оно как будто начинает терять свое значение. Но я очень мощно устала, и это все как-то усилилось вот осенью. Но я поняла, что это как бы круто, когда у тебя есть команда, и что на самом деле это вообще первично в любой работе. Да, и, конечно, это и про делегирование, и про доверие. Страшно доверять людям, которых ты там только впервые увидела, но тем не менее это настолько крутой опыт. Но да, я потом лежала почти месяц, наверное, дома. В октябре, да. Мне было так не очень. Но тем не менее, да, это все мне помогло в итоге просто принять, что я хорошая профессионалка, и что я не какая-то там, не знаю, безнадежная какая-то тупица. Я приняла еще как-то, да, свой талант, то есть я сказала, все, я одна из талантливейших журналисток в стране, пусть даже обо мне немногие знают, но я больше стала себе доверять. Блин, так странно слышать, я думала, ты давно это приняла? Это факт. Я в этом году это приняла, я стараюсь вот на этом фокусироваться, так. Все, я оказалась на этом месте не просто так, хотя удача тоже сопутствовала мне, но тем не менее, я такая, так, все будет нормально, просто делай. Еще классную увидела фразу у Зарины Ахматовой в инсте: Done is better than perfect. Я думаю, блин, как это круто. Это тоже такая простая довольно вещь. Я такая, так, все, я теперь об этом тоже думаю, когда я работаю. А меня, знаешь, иногда что вдохновляет? Признать, что у других людей тоже бывают неудачи. Да. Увидеть это. Потому что у меня такой мозг, я не знаю, что это, от чего происходит, но я всегда преувеличиваю успехи других людей. Типа, мне кажется, вот, наверное, там вообще нет никаких проблем. У них один успех постоянно. А я когда была на конференции EdCrunch несколько недель назад, как бы за 5 лет, это уже, по-моему, 6-й мой или 5-й учебный год, я, со многими проектами познакомилась в образовании, школами, и кухню знаю у многих там среди коллег, потому что, все разговаривают так или иначе, делятся опытом. И я смотрю, вот как люди выступают, и знаю
где их ошибки. В смысле, человек рассказывает про свой проект, там, мы сделали то, сё, а я знаю, где они облажались. И меня, с одной стороны, это как будто и эти проекты меня заставляют уважать больше, потому что, не бывает успеха просто так. Всегда есть какие-то ошибки и уроки. И мне самой тоже легче становится, что можно ошибаться, можно не сделать 100% работу, сделать иногда 80% работу, но пожертвовать этим ради, не знаю, своего здоровья или еще что-то. Я придумала другую фразу на английском. Она называется «Everybody fails». Ну да. И это очень делает твою жизнь спокойнее. Можем делать в меру своих сил и способностей, и Земля от этого не остановится. Да. Часто, кстати, когда мне кажется, что я сделала что-то среднее, это все равно все еще классно для других людей. Какое самое позитивное событие с тобой случилось в этом году? О, какой прекрасный вопрос. Много их было, мне кажется. Не знаю, может, ты начнешь? Ты знаешь, я думаю, что такое очень классное событие — это то, что, несмотря на все эти испытания, мы так хорошо, на самом деле, их проходим, потому что мы очень много гуманитарной помощи собрали для Украины. Сейчас в Экибастузе техногенная катастрофа, и люди и там себя проявили хорошо, и я думаю, что это в целом прекрасно, что мы друг друга все-таки не бросаем. Где-то больше удается собрать, где-то меньше. Я стараюсь не упрекать людей: ага, вы вот тут пожертвовали деньги, а вот тут не пожертвовали деньги. Это все равноценно. Можем консолидироваться и помогать, и это прекрасно. Классно. Я согласна с этим, да, это очень позитивно. А я вспомнила, какое у меня было позитивное событие, но оно такое не общественное, как у тебя, а более личное. И я стала больше гораздо разговаривать на казахском со своей роднёй, в частности, с моей бабушкой. Мы даже вместе читали художественные книги на казахском. И вообще, как моя ситуация выглядит с казахским языком? В детстве я говорила на казахском, это первый язык, на котором я научилась говорить. И для меня большую роль играл мой дедушка в моей жизни, потому что у меня не было отца, и дедушка у меня был вместо отца. И он самый казахоязычный человек был в нашей семье. Мама в меньшей степени, потому что она в другое время росла. И бабушка тоже чуть меньше, потому что она рано осталась без родителей и росла в городе, в русской школе училась. А дедушка очень радовался, что я говорю на казахском в детстве, но потом, поскольку все равно они хотели меня в русскую школу отправить, я постепенно перешла на русский, и он тогда очень расстроился. И я как-то, не думала постоянно об этом эпизоде. А когда начала на казахском разговаривать с бабушкой, вдруг про это вспомнила и говорю: наверное, Аташа бы обрадовался, что я говорю на казахском. И она сказала: да, конечно, он бы обрадовался. И я, почувствовала какую-то такую связь со своими корнями, со своим дедушкой, который умер, когда мне было 12 лет. И, приятно стало, что я говорю на казахском. Это, наверное, такой, по идее, исцеляющий процесс. Это классно, что мы можем, использовать это ведь все деколониальные практики. Да, мне кажется, нам повезло, что мы как бы живем на выходе из этой ямы, да. А не на входе. Да. Кстати, моя работа очень мне помогла. Я раньше вообще не имела представления о том, что такое казахская традиционная музыка. Я не знала, что такое кюй. То есть я знала эти слова, но для меня это все не было, понятно. То есть это все было, такой один большой мешок, в котором все это как бы лежит, хранится, но что к чему и как я не понимала, и благодаря этой работе мы изучали все. Я общалась с просто прекраснейшими профессорками, и я получила этот доступ, это информация, которую на самом деле, наверное, люди в казахоязычной среде знают с детства, а вот мне пришлось прожить почти 28 лет, прежде чем я смогла к этому прикоснуться, и это настолько прекрасно и исцеляюще, и я так тоже горжусь этой проделанной работой. И да, язык, конечно... Я чувствую, что мне, оказывается, на самом деле легко на казахском. То есть я сама пишу, в принципе, довольно-таки быстро перевожу, но немножко стесняюсь, и когда я волнуюсь, плохо говорю. Но в целом я думаю, что не все так плохо, и не все потеряно. И же знаешь, какой у меня случилась некоторая перемена ценностей не ценности, а как парадигм, что ли, насчет казахского языка. И это так колониально, конечно, где-то подсознательно казахский язык ассоциировался с какой-то политической деятельностью. В смысле, что как будто на казахском, когда ты говоришь, ожидается, что ты будешь говорить о том, как важен казахский язык, о политике. А в последнее время, когда я стала больше говорить, я подумала, можно же обо всем писать на казахском. О вязании, о сериалах, об отношениях, о любви. И, это просто язык. Мой родной язык. И как-то стало, как-то в этом смысле изменилось у меня отношение, стало лучше.
На днях тоже думала про писательство, про литературу. У меня есть такая, не мечта, но это как-то всегда у меня было, что я хотела придумать какой-нибудь рассказ, новеллу написать. И в детстве я тоже практиковала навыки письма в той или иной степени, и для меня всегда было сложно придумывать персонажей и давать им имена. И я поняла, почему. То есть для меня это было настолько колониально давать им казахские имена. И я думала, что они должны иметь какие-то другие имена, потому что они же герои. Это вся литература, это все кино, все сериалы, все мультфильмы, которые мы смотрели, там не было казахских имен, но и то я не буду лукавить и говорить то, что я там росла на классике казахфильма. Нет, я большую часть времени потребляла западный контент, российский, и это стало для меня таким откровением, я как будто бы этот блок, знаешь, сняла. Теперь всех моих персонажей будут звать Баян, Хайрат, Хайрош, не знаю. И они будут все иметь вот такие имена, которые нас окружают. Да, у меня та же история. Когда я в школе тоже сочиняла какие-то рассказы там страшные или любовные, и потом чуть позже, это тоже всегда была проблема. И какое-то время у меня были американские имена, потому что из мультфильмов, типа. Или, это, кстати, в студенчестве я писала фанфики по Гарри Поттеру. Я до сих пор отчасти не выросла. О, кстати, это тоже моя опора. Я пишу свой последний опус на русском языке. А ты же писала, да, что ты вернулась к... Это будет моя дань русскому языку. Последний подарок для этой русскоязычной культуры — это фанфик по Гарри Поттеру. Он такой длинный, это целая эпопея, которую я давно сюжет придумала. И вот, я хотела сказать, наверное, почему я так этим увлекалась. Потому что там не надо выдумывать свои имена, и есть какой-то мир, еще и выдуманный тоже. И ты как бы там пишешь и немножко забываешь про то, что у тебя тут такой раздрай с именами. Раздрай в идентичности. Да. Но в последнее время, да, вот у меня эти есть рассказы, которые, помнишь, тоже читала. Это такой автофикшн про мою жизнь, чуть немножко более драматизированно, чем это было в реальности. И там, естественно, нормальные такие имена, которые есть в Алмате, в Казахстане. Это так классно, что у тебя тоже была такая проблема, да. И я так думаю, вау, это настолько, видимо, актуальное переживание. Я недавно детям показывала видео. И к тому, что с этим справиться, немножко помогает, кстати, что не мы одни через это проходим. Есть видео TEDx этой Чимаманды Ngozi Adichie. Не знаешь? Нет. Это африканская писательница, нигерийская. TEDx называется Power of a Single Story. TED, наверное. И она говорит, я росла в Нигерии, и мы читали книжки про санки, про яблоки, типа про английских детишек. И, естественно, там не было тех фруктов и развлечений, которые реально были у детей в то время. Так что, да, мы не единственные, кто тоже парился на эту тему. Может быть, что-то из сериалов или кино в этом году ты посмотрела, и тебе очень понравилось, и, может быть, там тоже было что-то такое и терапевтическое, и обнадеживающее, и empowering. Не знаю насчет empowering, но первое, что приходит в голову, когда ты начала про это говорить, я очень люблю сериал «Белый лотос». А я его не смотрела, да? Но он такой популярный, да, сейчас? Да, он очень классный. И он частично касается тех тем, на которые мы сейчас говорили, потому что он тоже про соединение культур и конфликт культур, потому что там оба сезона, они приезжают в первом сезоне в... О, господи, где это? На Гавайи, про туристов, которые отдыхают на Гавайях, а во втором сезоне про туристов, которые отдыхают в Италии. И там, обыгрывается много ситуаций разных. И мне особенно понравилось во вчерашней серии было, как американская семья хочет найти свои корни итальянские. И они специально приехали в Италию, дедушка, отец и внук. И они находят маленький город, откуда их прабабушка или кто-то там, или бабушка, и туда приезжают, находят семью с такой же фамилией, а им там говорят: «Чё пошли? Уходите отсюда!» В общем, в этом сериале немножко высмеивается вот это американское, тоже не империалистическое в каком-то смысле, желание все остальные культуры под себя подстроить, себе придумать вот это вот «ешь, молись, люби», что каждая страна какую-то роль играет в твоей великой американской жизни. Надо посмотреть. Да. А я вот влюбилась в Энолу Холмс. Я думаю, как я могла жить и не смотреть ее раньше? Да? Я посмотрела 2 части по 2 раза. Чего у меня давно не было такого, что я пересматривала. Прикольно. И самая крутая вещь, которую в 2 фильмах увидела, это как круто, что женщинам на самом деле не нужно соперничать друг с другом, что они на самом деле могут кооперироваться и делать какие-то большие классные вещи.
И вот это такая главная идея, мне кажется, для меня в этом фильме, в 2 фильмах, и я с таким удовольствием просто посмотрела. Классно, я посмотрю. Я очень вдохновилась этим. Я хочу еще казахское сказать произведение, которое меня вдохновляет. Давай. Я, поскольку начала читать больше казахской литературы на казахском, я читала вместе с бабушкой Бердібек Сухпакбаева «Балық шаққа саяхат». И, в общем, такое у меня было настроение, что мы читали, я и прослезилась местами, и поскольку я работаю с детьми, мне это так близко, что он пишет о своем детстве, и книга сама как бы и для детей тоже в том числе, наверное. И там про приход советской власти в аул, как бы, и так интересно, куда все это началось, из чего мы все сейчас выходим до сих пор. It's talking, 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 talking. It's talking. Ну, у нас получился такой разговор, наверное, про возвращение домой, Да. какое-то большое, и про путь. И мы все еще идем, Это да. но классно, что мы движемся в этом направлении и по пути, правда, исцеляемся, что ли. Предлагаю через год встретиться и на казахском записать выпуск. Все, договорились. Тогда будем прощаться до следующего года. Келесі жылда кездесеміз. 2023 жылы кездесеміз. Ура! До встречи! Да, всем пока-пока.